Здравствуйте, вы смотрите недельный обзор фондового рынка на канале InstaForex TV. С вами я, Ольга Витковская. В пятницу американский рынок акций закрылся в позитивной зоне благодаря обнадеживающей статистике с рынка труда США. Индекс Доу Джонса повысился на 0,6% до отметки 13 155,13 пункта. 24 из 30 компонентов индекса демонстрировали рост. Во главе списка были бумаги JP Morgan Chase и Bank of America. По итогам недели индекс голубых фишек прибавил 1%, зарегистрировав третью неделю роста подряд. Индекс S&P 500 потяжелел на 0,3% и закрылся со значением 1418,7 пункта. Недельное повышение индекса составило 0,1% и стало третьим подряд. Только индекс NASDAQ Composite понизился на 0,4% до уровня 2978,4 пункта и упал за неделю на 1,1%. На индекс высоких технологий оказали давление убытки Apple. Министерство труда Америки в четверг сообщило, что в ноябре в экономике страны было создано 146 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы упал до отметки 7,7% с уровня 7,9%. Данные превысили прогнозы экономистов, ожидавших роста количества вакансий на 80 тысяч и прежнего уровня безработицы. При этом позитивные настроения на рынке были подпорчены значением предварительного индекса потребительского доверия от Университета Мичигана и Thomson Reuters, снизившегося до уровня 74,5 пункта с отметки 82,7 пункта. Инвесторы также следили за развитием событий в Вашингтоне, но стало ясно, что в переговорах по поводу предотвращения фискального обрыва между Белым домом и республиканцами не наметилось прогресса. Эти новости не оказали существенного влияния на фондовый рынок, так как трейдеры отчаялись ждать результата. Акции American International Group по итогам торгов выросли в цене на 2,6% на сообщениях о том, что компания ведет переговоры о продаже контрольного пакета акций своего бизнеса по лизингу воздушных судов International Lease Finance Corporation. Сумма сделки превышает $5 миллиардов. Как сообщили источники Wall Street Journal, потенциальный покупатель – консорциум, возглавляемый New China Trust и включающий Industrial and Commercial Bank of China, а также China Aviation Industry Fund. Стоит отметить, что Barclays владеет 20% акций New China Trust. Кроме того, котировки Goldman Sachs просели на 0,5% после новостей о том, что банк заплатит штраф в размере $1,5 миллиона за то, что он не смог предотвратить обманные действия своего бывшего трейдера, который скрыл несанкционированные работодателем позиции по фьючерсным контрактам на $8,3 миллиарда в 2007 году. Согласно сообщению Wall Street Journal, комиссия по срочной биржевой торговле наложила штраф в размере понесенных банком убытков на Мэтью Тейлора за мошеннические действия против Goldman Sachs. В Goldman Sachs не опровергли и не подтвердили эти данные. Это был недельный обзор фондового рынка на канале InstaForex TV. До свидания.